В начале заседания депутаты большинством голосов приняли постановление об избрании Саида Бутба на должность председателя Верховного суда Абхазии. Далее народные избранники рассмотрели постановление о внесении изменений в статью 47 Гражданского кодекса. Документ представил депутат Валерий Агарба. Там есть пункт 7/1, прим. 1, и восстановление абхазской национальности. А есть просто пункт 7. Вот этот пункт 7 предлагается дополнить перемену национальной принадлежности, как он действует в данной редакции, или дополнить, или восстановление абхазской национальной принадлежности. Дополняется данным проекта. Депутаты проголосовали за принятие постановления в третьем окончательном чтении. Также парламентарии внесли изменения в закон об актах гражданского состояния. Согласно поправкам, наряду с гражданами Абхазии, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории республики, наделяются правом восстановления абхазской национальной принадлежности. Указанные изменения позволят восполнить пробелы в данной сфере правового регулирования, предоставив гражданам право не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности. Кроме того, изменения расширяют круг субъектов, обладающих этим правом. Депутаты также внесли изменения в некоторые законодательные акты в сфере деятельности местного самоуправления. Изменения коснулись сроков нахождения в должности исполняющих обязанности глав местных администраций и руководителей подразделений администрации, а также согласования их кандидатур. Так, кандидатом на должность главы администрации города, района, города в районе после назначения президентом в соответствии с проектом данные должностные лица могут находиться в этом статусе не более 3 месяцев. В целях повышения эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления и органами государственного управления администрации городов, районов, городов и сел определяются сроки назначения главой администрации временно исполняющей обязанности руководителя структурных подразделений администрации, а также согласовываются кандидатуры руководителей жилищно-коммунального хозяйства, дорожного движения, ветеринарии, строительства, архитектуры, администрации города, района, города в районе. Решением депутатов из законопроекта был исключен пункт о создании резервного фонда органов местного самоуправления, направленного на финансовое обеспечение решения вопросов благоустройства, что является одной из главных задач местного самоуправления. Данный законопроект был принят в третьем окончательном чтении. Кроме того, депутаты внесли изменения в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания парламента Абхазии. Согласно поправкам, депутатом парламента может быть избран гражданин Абхазии, владеющий государственным абхазским и русским языками. Также был изменен возрастной ценз до 30 лет. Законопроект вступает в силу с 1 января 2027 года. Без знания государственного языка, без знания русского языка мы не можем двигаться вперед. Некоторые говорят, что вот русскоязычное население не владеет, часть населения не владеет абхазским языком, государственным языком. На этот счет хочу сказать, что нет претензий к государству в течение 30 лет, а то и больше, во всех школах Абхазии изучают абхазский язык. Для того, кто хочет его изучить, для того, кто хочет сделать себе карьеру, он найдет возможность, он будет изучать. Депутаты проголосовали за назначение на должность члена правления Национального банка Адгура Агарба. Кроме того, в первом чтении было принято постановление о проекте закона о социальной поддержке многодетных семей. Согласно проекту, многодетная семья – семья, в которой родились или воспитываются 3 и более детей. К мерам социальной поддержки семей с детьми относятся единовременные и ежемесячные выплаты. Размеры денежных выплат устанавливаются Кабинетом министров. Также многодетным семьям в зависимости от количества детей будут предоставляться определенные льготы, в том числе по приему детей в детские сады, скидки на оплату коммунальных услуг, содействие в трудоустройстве родителей. Также в первом чтении депутаты приняли постановление о внесении изменений в Трудовой кодекс. Часть 1 статьи 122 звучала так. Минимальный размер месячной заработной платы устанавливается законом. Мы предлагаем норму. Минимальный размер месячной заработной платы устанавливается Кабинетом министров Республики Абхазия. Вот такая вносится поправка. А именно, минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше прожиточного минимума. Прожиточный минимум составляет 8200 рублей. Предлагаться будет до 9000 утвердить минимальный размер оплаты труда. С увеличением минимального размера оплаты труда доходы местных органов управления возрастут.
То есть подоходный налог будет увеличен. В первом чтении без обсуждения были приняты постановления о внесении изменений в некоторые законодательные акты, о государственном внебюджетном фонде репатриации и демографии. Далее были рассмотрены несколько земельных проектов. Депутаты дали согласие администрации Гулырбысского района на предоставление земельного участка общей площадью 56 гектаров обществу с ограниченной ответственностью «Логистик-центр Групп» для строительства морского порта и сопутствующей инфраструктуры. В завершении сессии парламента депутаты Алхас Джинджоли, Тайфун Ардзинба, Наталья Смыр, Леонид Чамагуа и руководитель управления правового обеспечения Кабмина Андрей Гунья были награждены почетными грамотами за вклад в развитие законодательства Абхазии. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.